Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто положил на вас глаз? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас общая, не забывайте про это. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не пропускайте. Здесь у меня несколько людей. У кого-то отыграется один, у кого-то другой, а у кого-то из вас прям все отыграются. Да, есть такие красоточки, кто зашли на мою отсыпочку. Ну, давайте пойдем по порядку. Через тройку человек положил на вас глаз. Человек, с кем вы, например, по какому-то делу общаетесь, какие-то важные дела ведете, может быть, обучаетесь вместе, может быть, какие-то курсы вместе посещаете. Там человечку вы очень понравились. Человек вам присматривается, человек на вас нацеливается. Ждите действия. Действия будут, буквально в течение, может быть, недели-двух. Здесь человек очень как-то грамотно к вам подойдет и очень грамотно начнет подкатывать. В принципе, не настроен на что-то прям серьезное, дети, семья, брак, но очень перспективный молодой человек. По возрасту где-то как вы, может быть, плюс-минус 2-3 года максимум. Сейчас настроен на романтику. Человек сейчас настроен на то, чтобы с вами больше разнакомиться, поближе вас узнать. А дальше как пойдет. Вы очень симпатичны этому мужчине. Мужчина, опять же, неплохой, перспективный и, в принципе, не обременен какими-то обязательствами в виде девушки, жены, либо кучи детей. Неплохо, но пока, знаете, вот так, туда-сюда. 2 недельки, в течение 2 недель, недели-двух, этот человек будет делать попытки вас куда-то позвать, где-то с вами уединиться, приватно пообщаться, как на свидание сходить. А вы уж сами решайте, думайте. Может быть, вы сотрудничаете с этим человеком. Кого-то так отыграют, что это ваш, например, клиент, либо вы клиент этого человека. В общем, поживете, увидите. Человек на лицо очень симпатичный, фигура хорошая, голова большая, умная. В принципе, я думаю, что здесь приятное знакомство точно состоится. По крайней мере, лучше узнать друг друга у вас точно получится. А потом уже посмотрите, поживете и увидите. Так, с левой стороны. Здесь на друга похоже. Друг, чей-то друг. Возможно, с этим человеком вы давно дружите. В одной компании, например, встречаетесь. Возможно, это друг, допустим, вашего брата либо сестры. Возможно, даже друг вашего бывшего. Но не идет, что он друг. Он идет под видом собаки. Но настроение у него к вам совершенно не дружеское. Вы этому мужчине давно нравитесь, давно симпатично. У кого-то так и отыграется, что любит вас. Любит вас на протяжении достаточно долгого времени. Что меня смущает? Меня смущает, что этот человек настолько он робкий, настолько он стеснительный, либо замороченный, на каких-то, может быть, моментах с дружбой связанных, что кто скажет, кто что подумает, мучается от своей любви. Он пытался, видно, вам намекать, но что-то пошло не так, либо вы такие намеки просто не считали. Может быть, действительно относитесь как к другу, вообще в голову даже не приходит мысль, что этот человек положил на вас глаз. Здесь что-то прям совсем долгое и длительное.
Очень долгое и очень длительное. Кстати, у кого-то отыграется, что, возможно, вы с этим человеком как кумовья, да, кумовья. Вы его поползновение в вашу сторону всегда считываете как дружба. Вот никогда вам в голову не приходило, что это человек к вам что-то испытывает. А он вас любит. Причем любит годами, понимаете, годами любит, месяцами, годами. Но мне почему-то идет, что годами. Вот он с левой стороны выходит, он всегда рядом, он всегда вокруг вас крутится, но не может в себе найти силы, чтобы вам сказать о своих чувствах. У него тут одна мечта в жизни, чтобы вы вдруг каким-то чудом сами обо всем узнали, либо сами догадались и еще и первый шаг в его сторону сделали. Вот если так получится, он будет самым счастливым. Но у меня тогда встречный вопрос: а зачем такой мужчина вообще в принципе нужен? Вот такой стеснительный, вот такой скромный. Господи, да что же, он вам никогда не признается, да, либо вам нужно будет первой признаться, чтобы он там кивнул стыдливо головой и сказал: да, я тоже тебя люблю. Странный, конечно, персонаж, но дело вкуса, да, к сердцу не прикажешь. Если вы догадаетесь, кто этот мужчина, и вам он действительно интересен, нравится, то, девочки, я уже вам инструкцию озвучила. Нужно все делать самой подходить, самой приглашать и самой потом еще и объясняться. Это очень нудный человек, стеснительный, нудный и такой, знаете, всего боится. Еще мне не нравится его нервная система. Уж слишком он какой-то ранимый мне идет, впечатлительный и ранимый. Знаете, есть такие мужчины, которые как что, так сразу и там, с жизнью прощаться начинают. Вот из этой серии, честное слово, он может вас даже шантажировать, да, шантажировать, что если ты меня оставишь, если ты меня не полюбишь, то я там что-нибудь с собой сделаю, мне жизнь не мила, без тебя я не могу. Ну такой, знаете, странный. Хотя вот вижу, что у него с деньгами все очень хорошо. Как ему удается так хорошо зарабатывать, при этом быть таким скромным человеком. Вот. Вообще, если честно, такие люди, они как ящики Пандоры. Да, в тихом омуте черти водятся. Здесь я бы все-таки подумала на вашем месте, нужно ли вам вообще это чудо. Да, дружить может быть и хорошо с ним, но что-то серьезное иметь под сомнением. Да, сомнительный персонаж еще и с левой стороны. Но дело ваше, дело ваше. Я не вижу, что он вас беспокоит, либо в ближайшее время побеспокоит своими чувствами. Просто будет ходить, томно вздыхать и просто быть рядом, да, как обычно, как всегда. Ну, такой странный, да, странного мужчинку к вам притянула. Так, еще вижу того, кто любит носить шапки. Шапки, шляпы, бейсболки, панамы. Что-то он на голове постоянно носит. Он любит, он это любит. Это часть его стиля. Постоянно какие-то головные уборы. А может быть, он строитель, да, постоянно ходит в каске. Либо он любит мотоциклы, ездит на мотоцикле, опять же, все время в шлеме. Ну вот головной убор у него есть. Здесь мужчина очень жаркий. Здесь как любовник, ну, цены ему нет. Но его не интересуют серьезные отношения. Его интересуют только плотские утехи. Вы ему невероятно как нравитесь. Он мечтает о том, чтобы вы ему отдались. Вот если бы вы ему отдались, он бы стал самым счастливым человеком в мире. Но вы женщина с серьезной принципиальной позицией в жизни по этому поводу. Не ищите там легких приключений. Он это все видит, он это все знает, он это уважает. Кстати, может быть, и поэтому его так сильно тянет к вам. Потому что вы для него, ну вот, самый как желанный, но при этом недоступный плод. Вот. Ну, если вы сойдете с ним по интиму, у вас прекрасная связь получится именно в плане интимного. Вот. Что касается более серьезных вещей, нет, ему это и не надо, и он для этого не создан. У него как свобода, ветер, как свободная любовь, такие вот у него мысли. Мне кажется, что он никогда не создаст семью, так и будет вечно прыгать из постели в постель, пока и не состарится. А потом уже ему это будет и неинтересно. У него еще, кстати, какие-то свои, не знаю, то ли убеждения, то ли религиозные изыскания. В общем, он такой немножко на философа похож. Интересный, но, видите, не для серьезных взаимоотношений. И тем более я вижу, что он не идет в вашу сторону,
зная вашу принципиальную позицию, что вы не будете отдаваться в такие легкие отношения. То есть как бы это вообще не для вас и не про вас. Так, чуть выше, с правой стороны. Но тут попахивает какими-то родственными связями. Вы меня извините, но может быть какой-нибудь там родственник, не обязательно по крови родственник, да, может быть пришлый родственник, то есть, допустим, муж вашей сестры, родной либо двоюродный, да, вот как нельзя, да, нельзя говорить о своей любви, но очень хочется. Человеку вы очень нравитесь как женщина, как человек, как родственница. Человек вами искренне восхищается. Человек мечтает о вас, о том, как бы сложилась его жизнь, если бы именно он с вами был. Мне вообще кажется, что вы какие-то родственные души. Родственные души. Вам, кстати, с этим мужчиной очень приятно и легко общаться. Но опять же, я не вижу с вашей стороны симпатию к нему. Ну вот как к мужчине. Как к человеку, да, а вот как к мужчине нет. Ну вот какой-то родственник. Ну там 100% ничего не будет, потому что вы родственники. Так, мужчина с пузом. Большое круглое пузо. И, возможно, лысая голова. Либо с такими залысинами голова. А может быть он полностью... Хотел сказать, счищает, не сбривает. Сбривает свои волосы, да, такой лысик, пузатик, лысик. Мужчина достаточно такой скверной наружности, давайте говорить как есть, да, называть вещи своими именами. И он с каким-то авторитетом не очень принимаемым в обществе. Может быть, он сиделец бывший, может быть, он там бандитом числится на районе. Может быть, он какой-то чиновник, коррупционер. Ну, сами понимаете, да, разные варианты могут быть. Вы у меня все разные. Этому мужчине вы кого-то очень сильно напоминаете. Напоминаете с тех времен, когда он был молод, счастлив, беззаботен. Когда он рядом с вами, он как будто бы в свое прошлое окунается. Там, где он без пуза, там, где у него шевелюра, там, где было легко и просто. Он как душой рядом с вами отдыхает, понимаете? Душой отдыхает. Ему-то особо предложить вам нечего, потому что вижу, что он не свободен. А с другой стороны, как нуждается в обществе вашем, просто пообщаться, просто увидеть вас. Кого-то вы ему напоминаете. Может быть, первую любовь, может быть, маму его напоминаете. Ну вот приятные чувства у него к вам, приятные. Девочки, если вам когда-нибудь что-то понадобится, какая-нибудь ситуация, не дай бог, да, неприятная, вот этот мужчина, он ради вас готовый, не знаю, горы свернуть. Только скажи, только обратись. Вот ради вот этого чувства, ради этой ностальгии о чем-то прекрасном, добром, этот мужчина вам поможет, никогда не откажет. Только вижу, что вы навряд ли попросите. Но вот вижу, что вы очень скромная, независимая женщина. Да, навряд ли вы попросите. Но ради вас, еще раз говорю, горы перевернет. Так, еще. Мужчина, с кем у вас когда-то что-то не случилось, не получилось. Причем не получилось на каких-то ранних стадиях. Ну, допустим, вот вы познакомились, ходили на свидание, и потом вдруг что-то произошло, и вы перестали общаться. Да, ну, как интерес пропал, либо вы как разъехались, либо еще что-то произошло. Мужчина вас тогда не оценил, не рассмотрел, либо у него какие-то другие были идеалы, стандарты красоты. Прошло много-много времени. Кстати, у кого-то даже отыграется, что вы в одном, не знаю, классе учились, либо в одной группе учились в вузе, например. Прошло много-много времени. И вот он вас увидел, может быть, в соцсетях, может быть, в жизни увидел. И просто обалдел. Вы превратились в просто невероятную красавицу. Невероятную. Он теперь смотрит на вас и глазам своим поверить не может. Какая вы невероятная стали. Вот этот мужчина, он будет действовать. Он будет опираться на прошлое, но при этом будет тянуть вас в будущее. У мужчины за плечами семья, то есть он, скорее всего, в разводе, либо разводится сейчас. Кстати, у него брак какой-то странный был.
какой-то выгодный, выгодный, да, по расчету, наверное, был брак. Сейчас он разводится. Разводится, либо будет разводиться. Не из-за вас, не переживайте. Там все у него рассчитано было наперед. И вот он будет вас добиваться. Вот это точно будет добиваться. И ходить к вам будет, и писать вам будет, и звонить, и все будет делать. Все будет делать. Знаете, один раз он вас упустил, второй раз точно не захочет упускать. Прям, да, обрушит всю свою любовь, всю свою нежность, все свое очарование, все обрушит на вас. Кстати, очень стремительно ворвется. Он долго будет, как знаете, отсиживаться, молчать, либо вы, например, там будете в соцсетях общаться периодически. Как только он освободится, как только он сбросит со своих плеч семью, сразу просто ворвется в вашу жизнь и попробуй его выгони. Здесь очень мощные будут попытки вас добиться. Ну, вы же там сами смотрите, решайте. Он с левой стороны идет. Знаете, вот как-то неожиданно он вломится в вашу жизнь и начнет вас добиваться. Но вы его точно знаете. Знаете, и, возможно, когда-то у вас с ним вот просто не получилось, не случилось. Может быть, вы тоже такая думаете, ну, не знаю почему, ну вот не получилось. Такой мужчина, интересный, кстати. Так, и еще один человек положил на вас глаз. Но тут чисто какой-то профессиональный интерес идет. Это не про любовь ни разу. Это про ваши умения, ваши способности, ваш талант, ваш дар, как хотите, так и называйте. Это работодатель, либо будущий работодатель. Кто-то очень хочет с вами посотрудничать, либо нанять вас к себе на работу. Человек вам присматривается, человек о вас справки наводит и прям аж пищит, когда думает о вас. Прям, знаете, идеально подходите этому человеку. Идеально. Вот все, что этот человек искал, либо требования вот к сотрудникам, которые были у этого человека, вот вы идеально подходите, вы идеальный кандидат. Этот человек, кстати, будет вам щедро платить, если вы согласитесь с ним сотрудничать. И этот человек будет вас по карьере продвигать. Опять же, если согласитесь с ним сотрудничать. Достаточно хороший, справедливый, честный человек. Ну, понятно, что если бизнесмен, то со своими, конечно, заморочками, но тем не менее, вижу, что не обидит. Сейчас активно присматривается, активно наводит на вас справочки, все больше и больше убеждается, что именно вы ему нужны. Либо, может, это, кстати, и женщина, да, не будем, может, и женщина, да, будущая работодательница. И здесь будет очень шикарное вам предложение. Ну, а вы уж там сами решайте, выбирайте. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.